Про аул Кенесара. Моего деда Али со стороны отца мне не удалось увидеть. Он ушел в вечность за 10 лет до моего рождения. Поэтому меня, первенца по казахской традиции, родители технично передали на ваши деду и бабушки со стороны мамы. Искренне благодарен судьбе, что в начале моей жизни мне выпала честь воспитываться именно этими замечательными людьми. Ведь тогда еще совсем юные и неопытные мои родители не смогли бы мне дать всего того, что у меня было. По этой причине до школы и в период всех школьных каникул я был у моих любимых деда и бабушки. Так уж получилось, что, выйдя замуж, моя уже покойная мама Жадра Жусуповна Жангазина, приняв фамилию моего отца, стала Жадра Жусуповна Жусупова. По совпадению, отец деда Али был тезкой отца моей мамы. Правда, в половине документов деда Жусупа было написано Юсуп. Итак, Жусуп Жангазин жил в Щучинском районе Кокшетауской области, ныне Бурабайский район Акмолинской области, в селе Жамантус, который параллельно был совхозом Александровка, а в простонародье именовался Ханский. Но в наше время это уже давно аул Кенесара. Местные почтенные аксакалы говорили, что именно в этом месте когда-то был последний казахский хан Кенесары Касымулла, который объявил священный джихад против неверных. Но тогдашние шукристы и таубисты, не желая войны, подло предали его. Затем братья-киргизы коварно пленили Кенесары и передали его отсеченную голову России. До сих пор череп нашего славного героя Кенесары хана, чьим именем названы улицы, учебные заведения и населенные пункты, якобы и продолжает храниться где-то в музее соседней страны, как символ победы над нашим народом. Еще одной из исторических страниц аула Кенесары является то, что уже почти перед самым расстрелом, конвоируемый чекистами по дороге из Кокшетау в Акмолу, сильно измученный непрерывными пытками, Сакен Сейфуллин переночевал в одном из домов селения. К этому советскому деятелю, ввиду открывшихся архивных документов, уже неоднозначное отношение, но факт его пребывания в ауле никто не отрицает. Со слов аксакалов, оказывается, гора, возвышающаяся над аулом Кенесары, раньше, как все другие сопки вокруг, была покрыта густым хвойным лесом, и там долго скрывались вооруженные противники советской власти, которых те обозвали басмачами. Поэтому разгневанные красные отряды, устроив грандиозный пожар, тогда сожгли тот лес, и теперь там нет ни единого деревца. Уже в советские времена через это село начала проходить республиканская трасса и союзная железная дорога со станцией Жамантус. Большой Жамантусский зерновой элеватор, животноводческие фермы, машино-тракторные бригады и их мастерские, подразделения железнодорожников, школы, медучреждения, разные большие магазины, столовые общепита и многое другое давало тогда занятость большому количеству проживающих там специалистов. Также стоит отметить, что в последние годы перед развалом СССР все республики построили в Жамантузе по одному показательному коттеджу, которые по окончании строительства осмотрел лично генсек Михаил Горбачев. А чуть позже, уже с приобретением независимости, в ауле получил мощное развитие придорожный сервис и общепит, где продавались шашлыки и кумыс, поэтому дальнобойщики даже ласково называли это широко известное по всему СНГ место ночлега и стоянки Шашлыкград. Хотя об этом всегда принято умалчивать, но во времена Советского Союза межнациональный вопрос был удручающим. Из Москвы и на местах власти, всячески поддерживая русскоязычных, повсеместно насаждали и поддерживали русский язык и русский образ жизни, жестоко подавляя местные коренные народы. В Жамантузе по причине массового переселения туда людей из всех уголков СССР для якобы освоения целины проживали русские, украинцы, белорусы, немцы, мордвины, чуваши, казаки, местные татары и казахи. Сами казахи, конечно, были в меньшинстве, а руководство совхоза в основном состояло из шовинистически настроенных коммунистов. Были нередки конфликты на межнациональной почве, а особенно ярко проявлялось противостояние молодежи в клубе для танцев, где вечерами по выходным еженедельно происходили массовые драки. Советская милиция всегда была предвзята. Так в мою память врезались эпизоды, когда уже после очередных драк начинались милицейские облавы, и подоспевшие казахи почтенного возраста, представляясь очевидцами происходящего, всячески выгораживали молодых сородичей. На ломаном русском языке, еле объясняя сотрудникам милиции,
что именно того или иного молодого человека там не было. Обозленный на такое явное заступничество, начальник милиции всегда угрожающе кричал в толпу: заступники хреновы, вы еще увидите! Националисты долбанные!» Одним из основных причин того, что в селе было мало жителей коренной национальности, это этническая дискриминация со стороны руководства и отсутствие казахской школы. Благо соседние аулы Кіші-Жамантұз, Игілік, Қарабұлақ, ныне Қанайби ауылы, Ұялы, Қойсалған, ныне Мәлік Габдуллин ауылы, и Фрунзе, ныне Аблайхан, были полностью казахоязычными. Жители этих соседних аулов зачастую приходили на помощь своим сородичам, ведь в те времена именно среди них было много талантливых боксеров и борцов. Раньше я не понимал, как в этой атмосфере «дружбы народов» в кавычках Жусуп-Ата, прожив всю долгую жизнь в Жамантузе, так и не заговорил по-русски. Весьма успешно проработав 65 лет в системе советской потребительской кооперации, он, будучи глубоко верующим человеком, всегда вел свои деловые записи исключительно на арабской письменности, ТТЩ. При этом Жусуп-Ата мог только в качестве подписи к документам скрупулезно написать кириллицей свою фамилию Женгазен. Но во всех остальных случаях зачитывали для него тексты и писали на кириллице его дети или помощники из близкой родни. Мудрый Жусуп-Ата был лично знаком с руководителем республики Динмухамедом Кунаевым и многими самыми влиятельными и известными людьми того времени. Также он был в огромном почете у местного начальства и жителей области. Поэтому, согласно казахской традиции, представители всех национальностей, подчеркивая свое уважение, обращались к аксакалу «жуке», производная от «жусуп», или же говорили «ата». Односельчане всегда обращались к старцу за помощью или ценными советами. Но и аксакал, в свою очередь, мог всегда обращаться за содействием к его соседям. Известные в округе фамилии, дорогие соседи: Хайрбековы, Базаровы, Кажаковы, Сабдины, Умаровы, Аушахимовы, Шалабаевы, Мустафины, Сятбек и Макрёй, а также и другие, являются нашими родственниками. Прямо за деревянным штакетником проживал этнический немец дядя Андрей, который на тракторе всегда привозил сено, дрова, уголь и так далее. А каждую зиму бульдозером сгребал снежные сугробы вокруг дома деда. С другой стороны дома ближайшими соседями была семья этнического украинца Василия Красько. Так вот, когда моя мама выходила замуж, мой дед, не желая присутствия в своем доме спиртных напитков, устроил пышную свадьбу дочери с полагающимися для советских граждан возлияниями, гульбой и плясками на несколько дней именно в соседнем доме Красько. Грузный дядя Вася, будучи навеселе, тогда невзначай поскользнулся и, упав на ведро, срезал половину своего уха. Он, смеясь, говорил, что это память стоя нашей жадры, и показывал остаток уха, приговаривая: «Це хороша була весілля». В дни той свадьбы глубоко верующий Жусуп-Ата в своем доме проводил только национальные религиозные мероприятия, где, согласно нашим традициям, присутствовали почетные аксакалы и самые уважаемые люди. Когда я был ребенком, Жусуп-Ата учил нас, что нужно быть уважительными и терпимыми ко всем, но при этом неукоснительно держаться своей религии и обычаев. Если кто-то из детей или внуков нечаянно говорил в доме аксакала на другом языке, то он делал вид, что не слышит это. Нам постоянно заботливо объяснялось, что если мы оторвемся от собственных корней, то будем менкуртами. С годами, став намного старше, я теперь больше понимаю слова мудрого аксакала. Дед учил меня искренне почитать наших соседей, дядю Васю и дядю Андрея, но ни при каких обстоятельствах не кушать у них, потому что те, наряду с кониной, говядиной, бараниной, птицей и другими видами мяса, также могли употреблять свинину. Навсегда врезался в мои детские воспоминания красочный эпизод. Как обычно, Жусуп-Ата велел мне позвать по срочному хозяйственному делу дядю Васю. Выбежав из дома и увидев огромный силуэт соседа вдали, возвращавшегося по тротуару из магазина с большой сеткой, я бойко подбежал к нему и передал слова деда. Практичный и степенный дядя Вася, не сворачивая к себе, сразу же пришел к парадной нашего дома, а очень приветливый Жусуп-Ата, заметив его в окне, с
теплой улыбкой вышел на крыльцо, и они заговорили. «Амансың ба, Василий? Үйге!» Дядя Вася ответил: «Аман, Жуко, жаксы». Сосед, зная, что аксакал не разрешает вносить в дом харам, повесил свою сетку с хлебом, колбасой и водкой на деревянный штакетник и прошел с хозяином, а я остался на улице стеречь ценное добро соседа. Через годы, когда дед переехал в областной центр и в связи с недугом был прикован к постели, то дядя Вася несколько раз приезжал проведать своего старого соседа. А когда Жусуп-ата умер, активно участвовал в похоронах и оказал ритуальные казахские соболезнования Бата. Благодаря воспитанию деда, уже намного позже, в рядах советской армии, находясь в средней полосе России, я 2 года питался только хлебом, гарнирами, рыбой, овощами и молочными продуктами, категорически не употребляя мясо, опасаясь съесть свинину. Благо, я тогда уже был физически очень развитым и мог позволить себе в армии даже излишество продуктов. Мораль моего повествования в том, что уважение к своему не должно нарушать права других. Наоборот, божественный свет имана внутри нас послужит как нравственный ориентир и не позволит заблудиться в смутные времена. С высоты моего нынешнего возраста я понял таки, почему Жусуп-ата при его широком аналитическом уме, острой памяти и изощренной дипломатичности так и не принял все навязываемые коммунистами стандарты. Ответ только один. Он, будучи скромным гражданином большой страны, являясь мусульманином, казахом, искренним патриотом своего народа, на примере своей жизни практически показал нам, его детям, свой глубочайший внутренний протест и несогласие с господствующей тогда пропагандой атеизма и шовинизма. Ведь кто может, ищет возможностей. Кто не хочет, ищет причины. Этот рассказ я написал в начале 2018 года. Мне еще много что есть сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.